يسعد فؤادي كلما ذكر الحبيب ترنما ذاك الذي رب العلا صلى عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Уважаемые братья, мы в прошлом уроке из жизни пророка, алейхиссалату вассалам, дошли до призыва да'вата открыто. Итак, пророк, алейхиссалату вассалам, в первую очередь собрал весь народ мекканский, их призывал, но там дядя пророка Абу Лахаб стал очень грубыми словами, отзывался над пророком, алейхиссалату вассалам. Имя Абу Лахаба было на самом деле другое имя. Его имя Абул Узза. Отец по-другому назвали. Аллах назвал его Абу Лахаб, отец огня, пламя. Настолько этот человек всегда красным лицом злость появлял против пророка, алейхиссалату вассалам. Итак, Аллах повелел после этого призывать пророку самых близких родственников, тухума своего народа. Когда мы понимаем, почему пророк, алейхиссалату вассалам, 3 года тайно призывал к исламу, это не значит, что он боялся. Не только он пророк, он и руководитель. Он должен с первого так, Аллаху Та'ала ему так повелел. «Ва анзир аширатакаль акрабин», призывай теперь самых близких людей. И повелел, чтобы он был милосердным для верующих. Если они не поверят и ослушаться будут тебя, покуль ты тогда скажи: «Инни бариун мимма та'малун», я чист от тех деяний, которые вы совершаете. Он не сказал: я от вас отказываюсь, как некоторые молодые говорят: вот сейчас отец не молится, все, я не признаю тебя, и не заходит, и не навещает. Пророк, алейхиссалату вассалам, он не сказал. Он сказал: я чист от ваших деяний. Он родственные узы всегда держался узами. Итак, и пророк, алейхиссалату вассалам, уже собирает второй раз самых близких людей. И что им говорит, сейчас послушаем вместе. «Инна раида ла якзибу ахляху». Руководитель, исследователь никогда не будет врать своему семью, говорит. Аллахи, и он поклялся: «Лау казабтун наса джамиан ма казабту». Если я наврал бы всем людям, говорит, но я вам не наврал бы, говорит, своим близким. Пророк, алейхиссалату вассалам, никогда никому не наврал ради дунья и ради ничего. «Валау гарартун наса джамиан ма гарартукум». Если я бы обманул бы хоть всех людей, был бы обманщиком, но все-таки своих близких я не обманывал бы, говорит. Это тот человек, который обманывает своих близких и врет самым близким людям, он самый испорченный человек. Бывает, люди обманывают других, но когда свою жену, отца, брата обманывает, это уже переходит все границы. И он продолжает: «Аллахи аллади ла иляха илляху». Я клянусь Аллахом, который нет Бога кроме Него. «Инни расулуллахи иляйкум хаса». Я посланник Аллаха вам особенно, говорит, в первую очередь. Всегда каждый в первую очередь должен заниматься своей семьей, потом переходишь к другим. Вот так пророк, алейхиссалату вассалам, говорит: я особенно для вас в первую очередь, суа илян наси кафатан, и для всех людей я общий пророк, алейхиссалату вассалам. Аллахи, и он поклялся: клянусь Аллахом, латамутунна кама танамун. Вы все умрете, как вы ложитесь спать, так же умрете, говорит, один день. Вала тубасунна кама тастайқидун. И вы воскреснетесь, как вы утром просыпаетесь. Все очень просто, говорит. Жизнь такая, дунья. «Вала тухасабунна бима та'малун». И Аллах строго будет у вас потребует отчет за все ваши деяния, говорит. Во сне ты спал, это прошло. Что ты там делал? В этой жизни так не пройдет. «Вала туджзаунна бил ихсани ихсана». И Аллах вас наградит за хорошие деяния, хорошими дарами. «Вабиссу и суан», за плохие деяния Аллах строгими наказаниями, говорит. «Ва иннаха поистине ля джаннатун абада». О чем я говорю вам, это рай вечный, говорит. Это не шутки, рай вечный. «Ау ланнару абада», или же ад вечный, говорит. Вот так эти слова он произнес,
«Фатакаллама ал-кауму каламан лаййина». И его народ, близкие, мягкими словами обратились нежно к пророку, алейхиссалату вассалам, кроме, опять-таки, дядя Аби Лахаб. Он всегда был примиримый. Настолько невозможно с ним поговорить, объяснить. Он стал говорить: «Хузу аля ядайхи», держите его за руки. То есть остановите его, говорит, своему народу обращается, пока араби против вас не собрались. Фаин аслямтумуху, если вы его, то есть Мухаммада, отдадите врагам, заляльтум, вы будете сами унижены, говорит, если своего человека просто так отдадите. Ваин манатумуху, а если вы будете защищать его, утильтум, с вами будет воевать, говорит. Факаля Абу Талиб, тогда другой дядя пророка, алейхиссалату вассалам, сказал. Абу Талиб, это родной дядя был пророка, алейхиссалам. Его отец, родные, мать, отец. А Аби Лахаб не родной был, мать другая у него. Факаля Абу Талиб, тогда Абу Талиб сказал: «Валлахи, клянусь Аллахом, ланамнааннаху ма бакина». Пока я буду жить, я буду защищать его, говорит. Сумман сараф аль-джаму, и все после этого разошлись. Валямма джахара Расулуллах, и пророк, алейхиссалату вассалам, продолжает открыто дават, начали уже курайшиты над ним смеяться, издеваться в своих маджлисах. Когда пророк, алейхиссалату вассалам, проходил мимо них, они говорили: это сын Аби Кабшата. Не говорили они: это сын Абдуллаха. Абдуллах почтенный, тухум, это все. А Аби Кабшат — это отец пророка, то есть со стороны грудной, детства, который кормил бедный бадуи араб. Чтобы издеваться над ним, сын этого говорили. Вот так. Сын этого Аби Кабшата нам новости рассказывает от небес. Вот так. Что заставляло этих богатых не принять ислам? Им эта гордость не позволяла последовать за юношем, молодой, неавторитетный. Вот эта проблема была у них. База Гулям, это юнош, сын Абдул Мутталиба, рассказывает нам новости от небес. Больше особо пока вначале ничего не добавляли. Зная его тухум, тоже уважая, из-за тухума особо сильно не трогали. Но когда пророк, алейхиссалату вассалам, начал обсуждать их идолов, их разум, они сказали, и пророк, вот этот момент мы должны знать, пророк, алейхиссалату вассалам, не перешел на их идолам разума, пока они сами не сказали: наши идолы так, наши деды так. Вот на личности пророк, алейхиссалату вассалам, не переходил, он, в общем, призвал вперед единому Аллаху. Они тогда, им не понравился, и они сказали, пророк, алейхиссалату вассалам, им говорит: «О мой народ, говорит, клянусь Аллахом, лакад халяфтум дина абикум Ибрахим». Вы сами противоречите дину Ибрахима, говорит. Вы говорите, следуйте за отцами, говорит. Ваши деды, отцы не делали то, что вы делали, говорит. Это ибадат. Когда эти слова сказал пророк, эти слова, сарат фи руусим, у них ревность джахилиятский начала защищать своих идолов. Фазахабу, и они пошли дяде Аби Талибу, который говорил: я буду защищать, и фаталябу минху, и потребовали у него, чтобы он не сувался между племянником, просто на расстоянии он оставлял. Хараддахум, в первую очередь Абу Талиб сказал: то, что вы говорите, никак не получится, и аккуратно их отправил. Они ушли. Амалла Расул, и пророк, алейхиссалату вассалам, продолжает да'ват открыто, ничто его не останавливает. Хатазаяд аль-амру, этот день за днем хабар распространяется у врагов, вражда тоже увеличивается, и начали они друг друга против пророка настраивать. Сумма машау, и второй раз идет Абу Талибу и говорят: инна ляка синна, да, мы понимаем, говорит Абу Талиб, ты среди нас авторитетный, взрослый. Ва инна, мы поистине, говорит, у тебя потребовали, чтобы ты остановил твоего сына, брата сына, но ты его не остановил, говорит. Если ты запретил бы ему, он не продолжал бы, они вот так считают. Ва инна, и они говорят: клянемся Аллахом, ла насбиру, мы не потерпим того человека, который хулит наших дедов и трогает на наши разумы. Вот пророк, алейхиссалату вассалам, им же говорит: как вы можете следовать слепо? Аллах дал разум, используйте правильно, вот подумайте. Вот идолы пользы не дают, зарал не может делать, сами создали. Им это не понравилось, что, типа мы дураки, что ли? Вот это им не понравилось. Тогда
были неспосланы аяты, которые Аллах их призывает. Вот подумайте хорошо вот над этим. И так, продолжая, когда они не хотели следовать, использовать свой разум, они пришли, опять дяди пришли и говорят они. Вот третий раз говорят, или же ты его остановишь, или же мы будем воевать тухумами. Пока одна группа из нас не будет уничтожена, говорит. Объявляет войну. Сумман сарафу, и они ушли, вот объявляя вот это, фа'адума аля Аби Талиб, вот Абу Талибу это уже стало очень больно, говорит. Что все время он работал вместе, они были едины, идолопоклонение, в обрядах хаджа были едины, вот ему сейчас больно стало, что он сейчас отличается от своего народа. Но однако ему не по душе было унизить своего брата, сына. Факаля лаху, и позвал пророка и сказал: «Я ибн ахи, о сын моего брата, иннал каума, ты видишь вот этот народ, люди пришли ко мне и говорят вот так. Фабки аля нафсика, береги сам себя, говорит, не губи себя. Валя тухаммильни минал амри, и не вешай на меня ту вещь, которую я не силен поднять, говорит. Вот сейчас против народа я не могу, хочет сказать, идти». Фазанна Расул, тогда пророк, алейхиссалату вассалам, подумал, что его дядя уже его сдает. Факаля, и он сказал своей, как истинно верующий мусульманин, который надеется в помощи Аллаха всегда: «Валлахи я ам», он клялся: «О мой дядя, клянусь Аллахом, лау вадау шамса фи ямини, если это народ, кто бы ни был, поставить солнце в моих руках, в правом руке, валь камара фи ясари, и луну в левом руке, аля ан атрука хазал ам, чтобы я это оставил, это религию, ма фаальту хаза хатта юдхираху Аллах, я это не сделаю, пока Аллах не завершит эту религию, или же я буду уничтожен помимо религии». То есть он все, которые чем они могут прилагать, даже невозможное, сказал, это ни в коем случае, все будет сдавать, я пойду до конца хоть один. Сумма бака вавалля. После этого пророк, алейхиссалату вассалам, больно стало, и он заплакал и отвернулся. Факаля Абу Талиб, тогда Абу Талиб сказал: «Ахбиль я ибн ахи, повернись ко мне, о сын моего брата». Факбаля алейхи факаль, тогда пророк, алейхиссалату вассалам, повернулся обратно к дяде, и тогда дядя сказал: «Изхаб, иди, факуль ма ахбабта, скажи, что ты пожелаешь. Валлахи, ла усаллимука, я никогда тебя не сдам никому». Вот таким был наш пророк, саллаллаху алейхи вассалям, никогда ни от чего не боялся, не отчаивался. Дай Аллах нам, всем мусульманам, вот так всегда идти вперед, и иншаллах помощь нами будет от Аллаха. Альхамдулиллахи раббил аламин. Иншаллах в следующем уроке будем прочитать, как уже они начали реально мучать и издеваться над пророком. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.